Показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы общества. Такова цель проекта «Искусство без границ». Доказать, что особенные дети могут и должны участвовать во всех сферах жизни социума не только в качестве зрителей, но и как авторы, соавторы, творцы и эксперты. Наша задача, я сразу вам хочу сказать, правильное отношение к инвалидам по здоровью, чтобы формировалось в нашем обществе. Этим людям им совершенно не требуется жалость, им требуется понимание и полное приятие обществом. В чем суть проекта? Дети с инвалидностью по здоровью пишут свои истории, мы задали тему, это их какие-то вообще счастливые моменты, их мечты, вот. И эти истории собираются, мы думаем, что вы нам тоже будете в этом помогать. Мы хотим привлечь абсолютно всю республику, то есть это не в рамках там Сухума или какого-то одного города. Эти истории будут собираться. Наиболее интересные, которые могут быть поставлены в театре, будут, соответственно, Джамбулом отбираться. Но каждой истории ребенка будет уделено время. Подопечные фонда Ашана, а также все желающие с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в проекте и прислать свои истории на тему «Мои мечты». Все истории будут опубликованы на площадках информационного партнера «Спутник Абхазия». Хочу еще раз подчеркнуть, что принять участие могут не только подопечные фонда Ашана, но и все желающие люди с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет. Мы возрастные ограничения сделали, но уже вижу, что есть рассказы более взрослых людей, кому-то 22 года, кому-то 30 лет. Но я думаю, что для представления будем отбирать согласно возрастным критериям. Наиболее интересные истории будут отбираться режиссером Джамбулом Жордания, а затем по ним будет поставлен инклюзивный спектакль, рассказывающий об историях этих детей. Во время показа спектакля слабослышащим детям будут помогать сурдопереводчики, а шептуны – слабовидящим. Уже приходят десятки писем от людей с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил Джамбул Жордания, очень важно, чтобы родители детей не писали за них истории. Пусть дети сами говорят о своих мыслях и мечтах. Как каждая девушка, я хочу семью, уюта, мужа, детей, много детей, но не складывается. Наше общество не готово принимать инвалидов, пока мы чувствуем себя изгоями везде. Я всю свою любовь дарю своим племянникам. Я не хочу выпадать из жизни общества, хочу работать через социальные сети, для этого мне нужен компьютер. Все здесь понятно, вот Милана. Человек рассказал буквально вкратце, что это такое. Дальше мы можем дофантазировать по мотивам этих рассказов. Будет сделана одна какая-то история, где будут каким-то образом, все естественно, истории невозможно, но сама суть того, что эти дети тоже, как и обычные здоровые дети, умеют мечтать, и то, что они абсолютно здоровые как бы, в плане, ну, не физическом, а умственном, вот, скорее всего, наверное, будет это показать нашей задачей. Уже создан логотип проекта «Искусство без границ», автором которого является студентка второго курса отделения искусств ВАГУ Сабина Отерба. Там изображены афиши от театра, который «Красные шторы». Они изображены в форме крыльев, то есть как бы свобода, что искусство оно без границ. Для каждого любой человек может заниматься тем, чем он хочет, и развиваться в этом. И изображены дети. Истории могут быть в печатном формате, а также в аудио и видео форматах. Направить их можно на почту искусствобезграниц@gmail.com. Срок подачи заявок до 31 мая. Спектакль будет платным. Все вырученные средства будут направлены в культурно-благотворительный фонд Ашана. Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.